часто задают вопросы после наших постов, исторических постов. Никогда не имел желания, хоть и были возможности, оскорблять целое общество или народ, где бы он ни проживал, что бы ни происходило в мире, будь то геополитика, будь то история, да и хайп — это вовсе не нужны. Вот. Даже обсуждая какие-то острые углы в исторических процессах, конечно же, пытаешься максимально корректно это делать. Вот. И только отвечая в качестве ответов на вопросы, констатировать некоторые факты. Вот. Но, видать, не каждый использует этот любой, будь то материал, будь то реальные события, не питая иллюзию, что может кого-то сильно задеть, целенаправленно оскорбляет. Ну, просят наши подписчики ответить или что-либо сделать. Ну, скажу так. Во-первых, любой человек, кто бы это ни был, считаю, что ниже человеческого достоинства обсуждать какие-то материалы или вообще обсуждать личную жизнь хороших или плохих женщин. Как по исламу, так и по нашим традициям. Никогда это ничем хорошим не заканчивалось, честно сказать. Поэтому скажу коротко. Каждое произнесенное слово в адрес чьей-то матери, чьей-то сестры может очень плохо закончиться. Поэтому очень осторожно нужно говорить об этих вещах. Что касается греховности или грехопадения некоторых личностей женского пола или мужского пола, разницы нету, то любой человек рано или поздно в судный день ответит за свои грехи. Если вы размножаете или тиражируете, или, конечно, являясь блогером или ломом, начинаете прилюдно осуждать повально всех женщин, даже в историческом аспекте, то нужно понимать, что можно, во-первых, получить ответку, вот, что, конечно, нежелательно. А с другой стороны, это фактор культурного воспитания каждого человека. Есть целые группы, которые работают, пытаются предотвратить, не допустить. Очень много людей душевно больных. Вот, допустим, мне прислали видео, где девушка танцует, сообщили что-то по телефону, с телефоном. Она танцует где-то там на улице. Допустил оплошность,
момент, так сказать. Ну, я посчитал, что хорошо, что есть такие люди, которые радуются жизни. Но потом мне наши подписчики написали, что эта девушка больная, с детства больная. Поэтому я приношу глубочайшие извинения, прошу прощения, точнее, этой девушке, всем, кто увидел. Это был мой косяк. Я просто думал, у девушки настроение хорошее. Вот это было неправильно с моей стороны. Рассказывать всем, говорить там об истории или о жизни, о культуре, традициях. А сам позволил себе, без разницы, к какому бы она тайпу не относилась или городу не относилась, показывать такое. Хотя она одета вполне культурно, но я не подумал о том, что она, может быть, болеет или нет. Я не знал. И призываю всех остальных тоже, ребят, не допускать таких ошибок. Вот. Что касается остального, когда мы обсуждаем какие-то исторические аспекты, обсуждая даже вторую половину, женскую вообще, они, с одной стороны, очень красочно описываются в истории, с другой стороны, немножко оскорбительно. Поэтому я вам много раз говорил и рассказывал, когда начинали говорить про Вахушти Багратионы, что есть там моменты, которые очень сильно оскорбляют наших братьев и так далее и тому подобное. Поэтому такие моменты не украшают. И я, честно сказать, насколько я помню, я никогда не публиковал такие материалы и не собираюсь. Единственное, один раз я сделал опровержение, это когда мне начали утверждать, этот старый маразматик начал указывать и говорить, что у Ермолова были то ли 2, то ли 4 жены чеченки. Вот в этот момент я опубликовал официальную версию, которая есть везде, во всех средствах массовой информации, да и во всех книгах, как описано и кто были жены Ермолова. Это один раз я единственный, насколько я помню, я описал. А так о подвиге женщин, да, юртовских, которые бросили в терек и с собой еще потопили других. Исторический момент, период определенного времени, когда это произошло, об этом подвиге, об этом я рассказывал. О женщинах, воительницах тоже немного, но рассказывал. Дело в том, что по сути женщина это такое сакральное наше, очень дорогое, которое мы всегда бережем и на самом высшем пьедестале, особенно у нашего народа, всегда было так в истории. Я прошу вас сразу понять и не приводить мне примеры, еще раз вам говорю, больных женщин, там, душевно больных, психологически больных, много людей. Там сейчас, в 21 веке, что происходит с тотальным зомбированием, с тотальным разрешением вседозволенности, то, что сегодня подрастающие наши, не только девушки, и мужчины становятся заложниками вот этого глобального процесса вседозволенности, в кавычках так назвать. А это, конечно же, очень сильно затронуло те традиционные общества кавказского народа, которые, спокойной ночи, те традиционные общества, которые всю жизнь держались на принципах
скрытности, я не знаю даже, как бы еще сказать, чистоты, неприкосновенности, вот эти все концепции, традиционная концепция многих народов Кавказа, она соблюдается, но происходят и такие небольшие моменты, когда та или иная представительница пытается испортить, не пытается, она портит общую картину того или иного кавказского народа. Вот. Я уже не затрагиваю момент, который непосредственно берется там размножить это с точки зрения религии, я это и не обсуждаю. Почему? Потому что я думаю, об этом тысячи и тысячи проповедей для женщин проводится. Вот. Поэтому, честно сказать, с точки зрения истории, вот, когда я и читал, очень, в основном, все, без исключения, авторы, полководцы, все они всегда, даже являясь врагами, грубо говоря, в этой Кавказской войне, всегда уважительно описывали наших женщин. Вот. Не знаю, что происходит сейчас. Искать во всех этих моментах, там, начиная там, с Яна Потоцкого, то одна повесилась, потому что ее там выдавали, меняли на ткань одному еврею. Другую там выдали, чтобы калмыцкий хан якобы ушел. Вот такие вот мифические моменты из всей истории общей выискивают и пытаются испортить имидж, зная, что общую картину нации и здоровый генофонд зависит от женщины, потому что женщина всегда охраняет домашний очаг. Делается это специально или делается специально вывести наших блогеров или вообще кого-либо. Сказать однозначно нельзя. Когда ты этим людям говоришь, они начинают съезжать сразу и говорить, что это якобы не так. Вот мне, что бы ни было, кем бы ни были, девушки, какой бы национальности ни были, кавказской, не кавказской, я считаю, что это самое низкое проявление человеческой сущности обсуждать какие-то личные моменты. Вышла она замуж, вернулась, родила там, родила здесь. Это не дело для обсуждения, это не дело для... Тем более сегодня век глобальной информационных, там, не знаю, технологий, где любая информация разлетается, облетает весь мир. Делать это правильно, я не считаю, что это является как бы правильным. Но некоторые шизоиды, видать, пытаются на этом сделать себе имя, хорошее или плохое, без разницы. Поэтому надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону. А если не изменится, то потом опять же, вы знаете, я тоже могу сидеть сейчас в эфире и сказать, вот я сейчас сижу в эфире, мне приходят вопросы, снизу идут вопросы, которые вы видите, не видите, и по этим вопросам мне задали вопрос, там, оскорбляющий там соседнее общество или соседний народ, и если бы я начал бы обсуждать и говорить там их женщин, или взаимоотношения, или ориентацию, это низкий поступок любого мужчины. Тем более кавказского мужчины. За это очень много было случаев, когда и убивали, и наказывали. Для меня это низко очень. Даже в плане обсуждения истории я никогда себе этого не допускал.
Что же касается конкретно исторических моментов, конечно же, может человек допустить оплошность, может рассказать, каждый же рассказывает историю так, как он ее видит. Некоторые люди, которые, я даже не знаю, вроде бы без оскорблений можно, но как его назвать, если не имбецилом? Человеку говоришь, если ты хочешь ознакомиться с моими трудами, то есть зайди и прочитай. А просто после этого этот человек говорит, какие у тебя труды, да ты вот зачитываешь в эфире книги и так далее и тому подобное. Но не дебил ли? Не имбецил ли этот человек? Вы уж простите. Во-первых, когда я без книги все рассказывал, просили все время цитировать или говорить, с какой книги, какая, что. Я, допустим, зачитывать с книги некоторую тематику начал только тогда, когда люди, зная, что у людей этой книги нету, что она ограниченная, особенно для подписчиков, которые проживают у нас в Европе, для наших братьев, для представителей своего Нохчи народа, да и адыгского и остальных, я специально засчитывал какие-то исторические моменты, чтобы доводить до них, ссылаясь вот на этой книге. Вообще любой историк, который пишет свои и статьи делает, и труды, если ты пишешь статью, закидываешь, подбираешь к нему видео, делаешь монтаж или коллаж и закидываешь, это твой труд. А когда у тебя таких статей тысячи или сотни, то это труды. Но есть люди, которые и даже этого не понимают. Вот к чему я это говорю. Что уж говорить об остальном. Но что бы кто ни говорил, что бы кто ни делал, я еще раз повторюсь, никогда нельзя трогать женщин. Никогда. Это неправильно. Общая концепция, если мы говорим, что есть какие-то культурная деградация, там, представители там, кавказские половины, то тут не может быть определенная национальность. Это неправда. Потому что на сегодняшний день нету ни одной на Кавказе нации, которая бы вела, я не знаю, как бы это ни звучало, чтобы не было других национальностей, чтобы не было там, то есть не женились, не обязательно выдавать замуж, не женились на другой национальности, там девушек, или там, я не знаю, соседнего какого-то этноса. Конечно, есть люди, которые притворяются, что якобы это есть, что там не только расовые, национальных браков, межрасовых нету, межнациональных браков, они есть. И нету ни одной национальности, ни на Кавказе, и вообще редко, наверное, где-то в горах в Афганистане, или в горах Ирана, или где-то в Северной Корее, где закрытое общество, государство, которым невозможно никаким образом добраться, может быть, там есть браки только между собой. Но в основном, даже на Кавказе, это большая редкость. Более традиционными, такими считающиеся даже и чеченцы, и ингуши, и осетины, они имеют такие браки. Я уже говорю, адыгейцы, остальные. Поэтому чистота крови, чистота нации, расы, это, конечно, байда. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что об этом говорить нельзя, если есть хоть с десяток таких браков. Есть. Поддерживаю ли я это? Не скажу, что я это поддерживаю. То есть, по мне, Нохчи должен жениться на Нохчи девушке, там, другие. Но это дело личное каждого человека. Сидеть, обсуждать, закидывать его и говорить, вот у них вышла замуж, или она вышла замуж, такие вещи делать нельзя. Я этого делать не собираюсь, конечно. То есть другие, как говорится, если я не ошибаюсь, другой нации девушек обсуждать. И причем даже с подтасовочными этими вопросами так делать нельзя. Что касается истории, у какого-то народа она очень богатая. У какого-то народа она очень маленькая, и кто-то пытается завуалированно, незавуалированно там брать у своих там, не знаю,
близкородственных, однокровных, я не знаю, как хотите, так и называйте. Некоторые люди пытаются. Когда мне задают вопрос, почему ты публикуешь или там разоблачаешь или что-либо, задаюсь вопросом. Во-первых, если у нас все общее, то есть мы общие, как единый народ, никаких вопросов нету. Никаких вопросов нету, и никто не собирается говорить, это ваше, наше, никто не собирается говорить. Я лично такого не видел никогда. Но если уже утверждает и говорит, мы все по отдельности, вы отдельно, мы отдельно, это наше, это ваше, если говорят с одной стороны, то вы должны понимать, что и с другой стороны то же самое будет. Ва алейкум ассалам. Вот. А говорить, нет, ты молчи, а остальным можно, или ты плохой, а остальные хорошие, ты националист, а наши патриоты, наши все, кто говорит, это патриоты, а вот то, что ты отвечаешь, ты, значит, такой нехороший националист, блогер, националист и так далее, и так далее, и так далее. Но это абсолютно, конечно, каша полная. А что касается оскорбления целых, там, не знаю, обществ, народов, кого угодно, так, этого добра достаточно. Конечно же, этого добра достаточно и было, и будет. Почему? Потому что, если ты периодически за все время были войны, стычки, то, конечно же, к твоему народу будут относиться с презрением. Проконсул с Российской империи, там, со всеми его регалиями, кавказский наместник Ермолов, который обладал всей полнотой информации, всей мощи Академии императорского, там, я не знаю, библиотекой. Этот человек прекрасно знал об истории Кавказа, знал о людях, которые проживают. Да, вполне возможно, в самой структуре не разбирался, не сталкивался конкретно, но когда столкнулся, он увидел кровожадность боев, он увидел и, конечно же, описал. Я говорю сейчас в данный момент про Ермолова. Он и сволочью называл, и разбойниками называл, и хищниками называл. Все, что угодно делал. Он описывал эти моменты, вне всякого сомнения. А кто бы не описал такое? Мы же знаем, что даже в 21 веке, мы видели это прекрасно, когда начинается война, 2 чеченские войны были последние, обвиняли во всем. Где-то газовый баллон взорвется, сразу говорили чеченский след. Мы через это все прошли. Сейчас еле-еле, как говорится, потихоньку уже от этого отошло. И то не во всех сферах до сих пор. В Москве, Санкт-Петербурге нормально квартиру снять нельзя. Почему? Потому что все сдается славянское там и так далее. Кавказцам не сдаем, кавказцам не сдаем. Есть до сих пор эти моменты. Мы прекрасно это понимаем. Вот. А здесь, на Кавказе, очень гостеприимно относятся ко всем представителям. Приезжайте, главное, не бухайте, не орите, не ходите там, не знаю, в развратной одежде. Приезжайте, бизнесом занимайтесь, ведите обычно. Мы очень даже доброжелательно, кавказские народы доброжелательно относятся и к туристам, и ко всем остальным. Благо сейчас уже как-то меняется это в лучшую сторону. Вот. А так, конечно же, когда мы видим, что от своих даже потенциальных врагов ты не чувствуешь такой ненависти к тебе, как к своим некоторым соседям, тут, конечно, возникает вопрос. Тебя просят не отвечать, не реагировать, а тебя все время поливают грязью. Поливают твой народ, поливают твоих сестер, поливают твоих национальных героев. Но если никто не будет отвечать, свято место пусто не бывает. Как вы бы поступили? Вы же сегодня сами поступаете, вам говорят, вот шугар сечан, шугар сечане. Сацма сетир. Никто ничего не делал. От ашмабар нохчи. От ашмабара. Но пока как начало кому-то мало капать, начали заходить. И опять же одно и то же. О чем вы хотите поговорить? Об истории? Добро пожаловать.
отправляйте запрос, показывайте свою Донна Зарони соца койкшамуац. Я рассказываю к чему-то. Я говорю, что они приезжают и уезжают, и к ним нету предвзятого отношения. Снимает квартиру Мадина или снимает там Наташа. Если квартира сдается, сдается. Но здесь не пишут приезжим из Москвы или Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода не сдают квартиры. Такого же у нас нету. Я об этом говорю. Ладно, вы как-то отвлекли меня от, как говорится, от общей мысли. Вот. Черт, о чем же я говорил? Ищет перебить один, догадайся. Как-то я уже... Так вот, да, говорите вы об истории, говорите вы о музыке, географии, о границах. Добро пожаловать. Вас же говорят, вам же говорят, вот здесь есть паблики, заходите, показывайте свой фейс, не материтесь, нормально, приводя доводы, скажите, вот это наше, это ваше, вот вы не правы или мы не правы. Нормальным человеческим языком. Не материться, не делать фейковые страницы, не там материться специально, чтобы вас заблокировали, а потом говорите, как я сказал правду, меня заблокировали. Нет, не блокируют за то, что вы говорите правду. Блокируют за ваш мат, оскорбление и обсуждение некоторых женских или мужских гениталий родителей. Самая тупая вещь. Или вы переходите на личности. Это понятное дело, что у вас нет аргументации. Понятное дело, да, это касается любого человека. Тот, кто матерится или что-либо делает, это говорит о слабости его фактуры, документации или что-либо. Всегда проще материться, всегда проще там говорить на человека то или иное. Это проще. Почему? Потому что приводить факты, даты, книги, или зачитать книгу, или показать, это трудно, хотя некоторые имбецилы не понимают. А если мы не можем что-либо сказать, нужно обязательно про внешность его. Или же обычная практика, когда ты говоришь, помогайте, друзья, там, я не знаю, финансово поддерживайте наш блог, начинают там говорить, что ты попрошайничаешь или кто-либо. Да ладно. Никто не попрошайничает, ничего не делает. Сами люди не тянут просто-напросто. И блогеры не тянут, рекламы нету, многого нету, и поэтому люди эту площадку оставляют. А вы, утырки нарнийские, огромные финансовые вложения делая, финансируете своих, продвигаете, и вам это не стыдно, и все нормально. Но это обычная практика. Наверное, многие блогеры, которые находятся в центральной части России или по другой России, в Европе, они не понимают этой темы. Ну, человек делает какую-то работу, он говорит, поддержите, если можете. Никто насильно не заставляет. Не хотите, не поддерживайте, но не упрекайте, не оскорбляйте. С учетом того, что ваши самые сердобольные, уважаемые представители говорят, мы, патриоты, свою карточку, номер, вот, присоедините к этому человеку, чтобы ежемесячно с вашей зарплаты капало ему. Это нормально. А другие, как говорится, не имеют права. То есть это получается, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вот так и получается. А что касается любого человека, который рассказывает об истории, если, конечно же, за определенное время у этого человека не было никаких физиологических отклонений или операций, там, анестезия, она очень сильно влияет на память. И если она уже отсутствует, человек может там ошибаться, иногда может путать. Но путаешь не потому, что
ты не знаешь, путаешь просто-напросто. Иногда можно ошибиться. Или много раз можно ошибиться. Свою ошибку ты в любом случае исправляешь, если она есть. И ничего зазорного нету даже для историка сказать: я вот прочитал, я вот вчера в книге я вот это сказал, я проверил, я был неправ. Вы уж простите, я ошибся, я прошу у вас прощения. Вот так вот, ва алейкум ассалам. В этом ничего постыдного нету. А любой историк, он должен, конечно же, является он там практикующим историком или нет, он должен всегда ссылаться на какие-то книги, на какие-то документы, ссылки, зачитывать или рассказывать по памяти. Если ты хочешь, как говорится, каждое слово, чтобы дошло до человека, надо, альхамдулилля, нормально, надо и зачитывать, и давать людям знать. А самое такое паскудное, подлое, из-под тишка ТБ, Тешамболх — это когда тебе человек не говорит ничего в лицо, а за твоей спиной обсуждает тебя. То есть он не может ничего выставить против тебя, ни физически, ни морально, ни нравственно, а просто за спиной, очищая тебя от грехов. Этот момент, конечно, самый для меня хороший, но для этого человека это очень такое паскудное поведение. Кто бы это ни был, какой бы национальности это ни был. Вот. Поэтому я надеюсь, что некоторые моменты мы всегда исправляли и будем исправлять. Что касается по истории, публиковать, не публиковать, вы можете плакать, вы можете ныть, вы можете, хоть я не знаю, ходить там в позе бегущего египтянина, но работу по изучению своей истории, рассказывать свою историю, публиковать не перестану. По крайней мере, я, по крайней мере, пока смогу что-то сделать полезное. Вот. Если смогу, пока есть возможность, мы будем делать. Мы, Альча, я и там некоторые ребята. Ибраим, ты на связи? Где ты, брат? Я на улице. На улице, как говорится. Ибраим, хайшуйонсо. На связи ты включил там YouTube канал, не включил ты. Всем огромное спасибо моим братьям, сестрам, подписчикам, доброжелателям. Да, я в Чечне, которые подписались на наш YouTube канал, смотрят нас через VPN особенно. Большая благодарность за все, что вы делаете. Подписчики понемножку добавляются. Нас не так много, но мы без накруток, по чесноку работаем. Надеюсь, что дальше больше будет. Да, бля. Все, понял, бля. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы. Вот. Постараюсь ответить. Все, ДРС, хылы, бля. Если у вас есть возможность, там, задавайте вопросы. По мере поступления буду отвечать. Футболка с флагом дома постиранная. Не всегда же в одной футболке ходить люди, а то подумают, что что у меня нету футболок других. Футболок очень много, честно сказать. Но дело в том, что эта футболка очень удачно сочетается и любима мной. Почему? Потому что я люблю очень зеленый цвет. Вот. Да и вышивка сама золотой нитью, прям добротно там так. Приятно очень. Приятно очень. Особенно приятно, когда люди начинают подходить, спрашивать, разговаривать ты начинаешь. То есть оно стоит того. Вот. Нет, это не реклама.
Я не считаю, что наши братья-адыги нуждаются в рекламе. Нет, конечно же. Это история, это знак уважения к нашим братьям, адыгам. Вот, как говорится. Мне прислали и другую футболку, я ее тоже носил. Наш брат Рустам из Урус-Мартана прислал. Ее тоже ношу, одеваю, поэтому люблю это животное. В детстве хорошо засыпал на улице под ее звуками. Хотя в Чечне наш народ в рекламе не нуждается, как я знаю. Знаешь, тут разницы нету. Чечня, не Чечня. Уважение есть уважение. Кто бы это ни был, где бы он ни проживал. Так вот. Задавайте вопросы, если есть вопросы по тематике. Нет, я просто понимаю, что здесь сейчас реально сколько человек в эфире не показывают, количество точно, потому что еще все-таки под небольшими санкциями по России Инстаграм. А почему нас бандитами считают? Я не знаю, кто так считает. Нормальные люди, нормальных людей, которых больше, чем плохих, называть ни бандитами, никем не надо. Ну, бандитами называют, потому что, в моем понимании, это ментальность, это когда начинают... Мы же тоже такие, как тебе сказать, мы очень злопамятные. Не забываем то, что было, и так далее, тому подобное. И начинаем, вот это сделать надо, вот то сделать надо. И транслируем свои мысли, которые должны быть более мягкими, более политкорректными. Мы начинаем их транслировать в таком прямо, аж я тебе скажу, в более негативном случае, очень негативно выражаем. И что им остается говорить? Конечно же, они говорят, вы не умеете жить, вы являетесь там вечно только бандитизм ваш у вас в уме. Вот и в их понимании, конечно же, вот такое представление. Не обо всех, конечно, но о некоторых представителях нашего народа. Поэтому, значит, положение еще пошел. Так. Я уже придумал рисунок для новой футболки. От души, Руслан. От души, баркалла. Мы к пленным благодатно относились, мы не бандиты. Ну, тут это не объяснишь каждому человеку. Ответил я Руслану Битокову, брату, который подарил мне футболку и книгу. Так вот. Ну, задавайте вопросы. Шо вы? Почти час прошел. Я, конечно, многое рассказал. Понятное дело, что если я начинаю говорить, меня не остановишь. Ну, вы, если у вас накопились какие-то вопросы, задавайте. Без разницы. По истории, географии, культуре. По мере возможности. Конечно, про тейпы бывает немножко сложно. Тейповая тема, она такая очень. Ай, брат, ты нашу историю хранишь лучше наших историков. Ну, все временно, брат Адык, все временно. Вот.
Ты знаешь, когда нас очень мало, когда мы друг друга не поддерживаем, когда мы гонимся за так называемым длинным рублем, то все работают, никому нету дела до истории, до традиций, воспитания, возрождения, культурное возрождение, историческое возрождение. Все начинает пропадать. Вот, Алем. Поэтому это порядком очень сильно обижает тех людей, кто этим занимается. Да. Ты понимаешь, что таких как Алем, таких как Руслан Битоков, еще один брат был, который очень часто тоже заходил, Руслан его, кажется, звали, я не помню сейчас, всегда через YouTube заходил, он донатил, помогал, всегда помогал, когда был в эфире. Вот 3 человека, которые более или менее адекватно оцениваете, любите историю. Таких людей не только у вас, да и у нас должно быть больше. Башлам волш мавацхо башлам. Эфире волш мавацхо башлам. Эскобар. А где я? Я же сейчас разве не в эфире? Насколько я знаю, я сейчас в эфире. Да и прошлую неделю я был тоже в эфире. Насколько мне помнится. Вот. Поэтому все, весь патриотизм, вся история, культурное воспитание, традиция, география, оно все... Заур, да, абсолютно верно, Заур Ворон, Ибраим, правильно, да и Резхал Заур. Зауром его звали. Почаев, кажется, фамилия или что-то такое. Вот. Все в этом плане мы уделяем, к сожалению, очень мало внимания. Хотя стоило. Я молодой слишком, но надо помогать народам для возрождения вину все, кто границам. Это больше такой политический нюанс. Но рассказывать, как было. Редко. Возможности Эскобара у меня ограничены. По мере возможности, видишь. Сейчас в 11 часов хотел сделать сегодня. Не получилось. Вчера в 11 часу я был в Моздоке. Ночью. Тоже не получилось. Когда вернулся, уже было 2 часа ночи. Вот. Сегодня попытался тоже к интернету подключиться, но никак. И вот решил через ЛТЕ зайти. Через мою. Потянет, не потянет, не знаю. Вот. Немножко потянуло. Вон там та наглая коте. Он сидит, видите? Хомячит. Поймал большую бабочку и захомячил его. Поигрался, а теперь хомячит его. Да, здесь, конечно, 1000 комаров, ну да ладно. Это терпимо. Потерпим. Коте. Наглая коте. Захомячила большую бабочку. Как в Моздоке дела? Я не знаю, честно, братан. Я заехал буквально на полчаса и выехал оттуда. Нужно было одному человечку помочь. Поехал и приехал. Вот. Дороги, конечно, убитые. В Моздоке 100 лет не было я. Дороги убитые. А так много новостроек в Моздоке. Вот. Дороги, конечно, желают лучшего. Посты такие же, как были, так и стоят. Короче.
Все как в 90-х. Все как было раньше. Да какой там президент аудит, Алем? Президенты, не думаю. Вообще не думаю. Попытался пойти в депутаты, ну, видишь, тоже не получилось. Так что, бывает получается, бывает не получается. Пробовать нужно все, чтобы не было такого в жизни, чтобы потом не сказали, а ты попробовал? Я попробовал. Не получилось. Тайора, гаю мои. Правда, меня куда только тут не приписывали уже. Ко всем спецслужбам, что я работаю на ФСБ, ДГБ, МШГБ, там, я не знаю, ГРУ, ФСК, ЦРУ, что там есть, Ми-6, Моссад, ко всем приписали. Ну, бедные так и не знают, где я работаю, чем я зарабатываю. Башлам, меня тоже замучили комары. Ислам странник. Аллабила. Что-то обычно комары на меня не липли никогда, я не знаю. Сегодня что-то они прямо разъяренные такие, недовольные. Наверное, многие люди поставили сетки, не запускают их, они решили атаковать. Башлам, через ломаз юрт юрт хувахара маздок вар. Через ломаз юрт, айл юрт, бено юрт, айл юрт, ломаз юрт, Октябрьская, Терская, Моздок и обратно. Да, очень жарко. Очень-очень жарко у нас. Сейчас где-то, может быть, 29 будет, не знаю. Может, 30, 29, 30, где-то так. Не скажу, что меньше. Вот я вижу, сижу в футболке. Вполне себе даже летней. Очень тонкой. Другая дорога. Я мог и по другой поехать, но дорога была очень плохая. Через Галюгаевские. Дорога Р-218, кажется, Наур и Шорская. Там дорога очень плохая. Грейдерная дорога. А я позвонил, спросил, где хорошая дорога. Мне сказали, что через Горогорск. И я где-то выехал с Грозного часов 10. Где-то в 11 я был уже в Моздоке. Башлам, говорят, возле Назрани старое адыгское кладбище тракторами сравнивают. Я слышал такое, но не у Назрани я слышал, а неподалеку от Малгобека. Эту информацию мне говорили. Нету подтверждения, видео у меня нету, сразу говорю. Не могу сказать однозначно, но были утверждения, говорили жители местные оттуда, что надгробные плиты убирали трактором, что ли, и выравнивали. Не знаю, насколько это правда, врать не буду, честно сказать. Какова там ситуация, сказать не могу. Вот. Достоверности информации, ну, где-то еще год тому назад два или 3 человека связывались оттуда, рассказали мне об этом. Вот. Что это рядом с Назранью, такого я не знаю. И такой информации у меня нету. Я даже не знаю, есть ли рядом с Назранью адыгские кладбища вообще, или черкесские, или адыгские, или как они называют. Вот, честно, не знаю. Врать не буду. Да где бы это ни было, у нас здесь немножко ситуация иная.
с кладбищами не воюют. То, что я говорю, это было в Малой Кабарде, ранее, которое было название Малая Кабарда, вот где Малгобек, вот в этой части, Сагапши, или то ли, ну, где-то Малгобек, Сагапши, Псидах, вот в этой области, где точно, я не помню. Точно мне не сказали, где. Опять же, не подтверждаю и не отрицаю, но информация была. Я ее как-то не стал публиковать, имеется в виду, с учетом того, что это немножко попахивает разжиганием, поэтому не стал. Как-то такая тема была. Что ж. Ну, если есть, задавайте вопросы. Отвечу. Пока не отключился у меня телефон. То уже вроде бы час с небольшим в эфире. Не хочу вас мучить. Завтра постараюсь наладить, если получится. Завтра выйдем в нормальный эфир. Башлам, слушай, в Сунже квас какая, бурная или спокойная? Река Сунжа, бурная. Ну, по-разному. И бурная есть, и такая более спокойная. Ну, нет, я точно, просто я тебе, Руслан, о чем говорю. Я не стал об этом, я намекнул и сказал, что такая ситуация там есть. Мне рассказывали, говорили, что пару случаев были там, когда убирали могильные плиты бывшие кабардинских могил. То ли, я не знаю, то ли именно кресты убирали адыгские, вот кабардинцев, крещенных кабардинцев, то ли это были мусульманские, я не знаю. Но там, видать, когда это дело подняли, узнали, панику люди подняли и прекратили, насколько я знаю. Осталось 2 минуты и уже отключается. Мне пришло сообщение. World Map. Сравняли, из плит строили в 1932 году здание администрации. Недавно это здание выдали плиты. Лживо давал, что это ингушские клавиши, хотя там их и запаха не было. Ну, не знаю, я говорю про свежие случаи. Возможно, в историческом прошлом тоже это было. Ингуши это сделали, или царская Россия, или кто-либо, я не могу сказать. Уважаемые друзья, к сожалению, у меня 1 минута осталась, пока не отключилась, чтобы я смог сохранить этот эфир. Всем огромная благодарность. Постараюсь завтра сделать эфир нормальный, уже если у меня получится. Просто не получилось. Огромная благодарность за все. Поддержки, лайки, комментарии. Не забывайте подписаться на YouTube канал, нажать на колокольчик. Задавайте вопросы, готовьтесь. Мне так проще всегда с вами вести диалог. И огромная благодарность за то, что есть. Брату Ибраиму, за то, что поддерживаешь меня. За то, что веришь и поддерживаешь. Ты один из тех, кто до конца со мной. Всем остальным пишите директ, WhatsApp, Facebook, Twitter. Везде я есть, везде можете задавать вопросы, ответим. Всем доброй ночи, с вами был брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.